Добро пожаловать в город Сыктывкар. В нем множество разных достопримечательностей. Он богат историей, традициями. О всех скоро и не расскажешь, но я постараюсь. Итак, у меня есть 2 минуты, чтобы пройтись по самым главным достопримечательностям старой части города. Время пошло. Представим, что мы уходим из гостиницы Сыктывкар и идем по улице Коммунистическая. Конечно, сразу в глаза бросается монумент трудовой славы, находящийся на пересечении Октябрьского проспекта. Пофоткались и дальше пошли. Остановимся у театра оперы и балета. На Театральной площади стоит памятник Ивану Куратову, основателю коми-литературы. Недалеко находится аллея героев, посвященная Великой Отечественной войне. Здесь же и мемориал воинской славы, рядом с вечным огнем. Напротив памятник воинам, погибшим в Афганистане. Поворачиваем налево, на Первомайскую, и видим необычный академический театр имени Виктора Савина. Рядом памятник. Напротив театра идем по улице Бабушкина, проходим мимо администрации города Сыктывкар, гладим коровку. Дальше поворачиваем на Ленина вправо и доходим до главной площади, Стефановской. Она настолько огромная, что для того, чтобы пройти вдоль необычным шагом, мне понадобилась целая минута и 15 секунд. Здесь располагается еще одно здание администрации, а также главы Республики Коми. Еще памятник Владимиру Ильичу Ленину, подписанный на коми-языке. Кстати, в 2022 году чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет именно в городе Сыктывкар. Ну что ж, отдохнули? Тогда продолжаем наш путь. Дальше дорога нас ведет вниз, к реке Сысола. На берегу располагается парк имени Кирова. Здесь находится Национальная галерея, а также карта с достопримечательностями города. Но некоторые мы уже прошли. А также икона, посвященная Стефану Пермскому, создателю коми азбуки Анбур. В его честь также назван Стефановский кафедральный собор. Ну вот, время вышло. Но основную часть мы посмотреть успели. Приятно было с вами прогуляться. Удачи вам в городе Сыктывкаре.